В эфире информационная программа «Новости». В студии Алина Хасцаева. Здравствуйте и коротко о главном. Сегодня 162 года со дня рождения Коста Хитагурова. Мероприятия начались традиционно в пантеоне Остинской церкви. Память великого поэта почтил глава республики Сергей Миняйло, представители министерств и ведомств, творческой интеллигенции и школьники. Осенние каникулы в школах республики начнутся 18 октября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Северной Осетии сотрудник МЧС Людвиг Бестаев спас ребенка, попавшего под машину. Инцидент произошел накануне во дворе многоэтажки во Владикавказе. Сегодня в республике отмечают 162 года со дня рождения основоположника остинской литературы, великого поэта, драматурга, публициста и живописца Коста Ливановича Хитагурова. По традиции памятные мероприятия начались в пантеоне Остинской церкви. Участие в них принял глава республики Сергей Миняйло. Почтить память Коста Хитагурова пришли представители министерств и ведомств, общественных организаций, научная и творческая интеллигенция и школьники. В пантеоне Остинской церкви, как и каждый год, вновь прозвучали строки бессмертных произведений поэта. Каждого осетина в душе должен быть свой Коста. Коста – это незабываемые стихи, незабываемые полотна, которые он нам оставил. У малыша это «Хайтмарзафеш лагау», да? У которого, когда я уже постарше, да? У каждого свой Коста, понимаете? И сегодня, посмотрите, очень приятно, что именно пришли молодежь. Молодежь помнит, читает и знает Коста. Это очень хорошо. День рождения Коста Хитагурова отмечают и в районах. Скульптура поэта теперь есть и в Дигаре. В парке имени Валерия Гергиева торжественно открыли бюст Коста Хитагурову. В мероприятии приняли участие председатель парламента республики Алексей Мачнев, представители Совета старейшин, а также школьники и жители Дигары. Автор скульптуры Ибрагим Хаев. По его словам, работа над памятником была для него особенно значимой. Он трудился над ним практически полгода. Первая моя работа Коста Хитагурова была установлена в городе Плиска в Болгарии, в музее кириллицы. Мне предложили поработать над этим бюстом директор музея Карен Алексанян, и с удовольствием принял участие. И вот сегодня одна из моих работ Коста Хитагурова установлена в Дигаре. И это очень приятно, что у нас стараются увековечить великого человека в каждом населенном пункте. И вот сегодня один из этих пунктов – Дигара. Еще один бюст Коста Хитагурова, который выполнил Ибрагим Хаев, сегодня подарили школе-интернату Владикавказа. Торжественное открытие состоялось сегодня в рамках празднования 162-летия со дня рождения Коста Хитагурова. Руководство школы вместе с детьми подготовили концертную программу. Читали стихи поэта на разных языках – французском, английском, грузинском и остинском. Играли на доуле, а маленькие танцоры выступили с национальными остинскими танцами. Когда мы сюда пришли, я обратил внимание, что здесь нет бюста Коста. Я решил, что в школе, в этой и в каждой школе, по моему мнению, должно быть увековечена память Коста. И я вот решил подарить бюст, чтобы дети знали, чтобы дети помнили, что основоположник остинской литературы сделал большой вклад для нашего народа, чтобы они изучали его, читали его. И думаю, это необходимо. Мероприятия прошли и во Владикавказском мемориальном доме музея Коста Хитагурова. Ученики школ и воспитанники детских садов города зачитали произведения поэта и показали театрализованное представление «Щизаргаш». С приветственным словом к собравшимся обратился директор Национального музея Аслан Цуцев. Он подчеркнул колоссальную значимость творческого наследия Коста Хитагурова в истории остинской культуры. Кроме того, на мероприятии представили работы студентов Владикавказского колледжа искусств. Мы не только сами любим, но прям с детства прививаем любовь
в работе, чтобы дети знали. И сегодня мы попали опять на мероприятие, которое в музей Косталя Ивановича Хитагурова, чтобы дети познакомились, чтобы дети прониклись, чтобы дети знали, что есть такой великий Коста. Региональное отделение партии «Единая Россия» передали 3 школам Владикавказа картины Коста Хитагурова. В образовательных учреждениях организовали концерты, театрализованные постановки, конкурсы, приуроченные к памятной дате и выставке картин. С большой гордостью и радостью мы празднуем Школьников республики отправили на досрочные каникулы. Это связано с ростом числа заболеваемости COVID-19. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Как сообщил главный санитарный врач республики Алан Тибилов, за последние дни число зараженных увеличилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей. По информации в РИО министра здравоохранения республики Суслана Тебиева, стационары пока справляются с госпитализацией новых больных. Свободные койки тоже имеются, хотя резерв небольшой – 12%. В красных зонах больниц находится свыше 1000 пациентов, на амбулаторном лечении свыше 3000. Укомплектованы и вышли на линию дополнительно 40 бригад скорой медицинской помощи. Борис Джанаев потребовал держать на особом контроле вопрос обеспечения стационаров кислородом. Борис Джанаев посетил медучреждения, в которых находятся пациенты с новой коронавирусной инфекцией. В приемном отделении РКБ премьер пообщался с пациентами. Борис Джанаев поручил в РИО министра здравоохранения республики Суслану Тебиеву и главному врачу РКБ Астану Мициеву решить вопрос организации приема. Большое скопление пациентов недопустимо и важно построить работу так, чтобы людям не приходилось ждать своей очереди. По словам Суслана Тебиева, в больнице на утро пятницы было почти 540 пациентов с ковидом. Борис Джанаев посмотрел, как работают кислородные системы. Главврач заверил, что все идет в штатном режиме и с нагрузкой справляются. Завтра прибудет очередная партия кислорода, но, учитывая, что потребность ежедневно возрастает, необходимы дополнительные партии. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. На базе эндокринологического диспансера развернут ковидный госпиталь на 120 коек. 85 из них заполнились за 2 дня. Остальные пока не занимают. Специалисты проверяют кислородную систему, чтобы распределить нагрузку. Рост заболевших COVID-19, по мнению Суслана Тебиева, связан с низким уровнем вакцинации в республике. Об этом говорит статистика процентного соотношения. 98% пациентов, попадающих в стационар, не вакцинированы. Премьер-министра интересовало также качество питания в медучреждениях. Заместитель главного врача РКБ СМП Лена Гутиева сообщила, что его поставляет пищевой комбинат, а в рационе пациентов есть все необходимое. Борис Джанаев акцентировал внимание на том, что питание, безусловно, должно быть качественным. Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев побывал на стройплощадках во Владикавказе, пригородном и правобережном районах. Поликлиники, детские сады, школы и станция юных техников. Объекты строят и реконструируют по нацпроектам и госпрограммам. На контроле качества работ и сроки, в которые их выполняют. О результатах мониторинга в материале Сабины Гатаговой. Такой поликлиника Центральной районной больницы пригородного района должна стать уже к концу этого года. Сейчас идет облицовка фасада внутри здания. Высокую готовность объекта отметили премьер Борис Джанаев и в РИО руководителя профильного министерства Константин Маргоев. Самое главное, чтобы все деньги освоены были до конца года. Ну и самое главное, работы все были на контроле у вас. Потому что объект ждут жители района, поэтому... Давайте все активизируемся, ну и завершим объект, чтобы проблем не было. А в детском саду на 280 мест поселка Заводской не хватает рабочих, поэтому темпы отстают на 2 месяца. Сейчас возведены 4 блока из 5, там ведутся внутриотделочные работы, а на центральном меняют кровлю. Борис Джанаев поручил дополнительно привлечь специалистов и не подвергать риску освоения бюджета, а главное качественно выполнить все работы. Надеемся, что вы все взяли во внимание и будем вместе с вами радоваться открытию такого объекта детского сада.
Во втором детском саду строительство идет по графику. Подрядчик уверяет, к декабрю все будет готово. Вопросы возникли по состоянию дороги около объекта. Дорога узкая и нуждается в реконструкции. Это вообще какая-то проблема тогда получается. Может, поток существенно увеличится. Ну, конечно, как они будут ездить? И заезжать, и выезжать. Там 2 машины не проедут. Давайте что-то надо решать. В Беслане также строится станция юных техников и юных натуралистов. Здесь работы идут с опережением графика. Уже закуплено необходимое оборудование, сейчас ждут ее установку. К концу этого года должна быть готова и новая школа на 550 мест. На данном этапе ведутся строительно-монтажные работы по устройству монолитных перекрытий, кирпичная кладка стен и перегородок. Борис Джанаев призвал уделять пристальное внимание строительству социальных объектов в Беслане. Хочу еще раз обратить внимание, значит, объекты Беслана. Мы с вами все знаем и видели по встрече руководителя нашей республики Сергея Ивановича Миняйла с президентом Российской Федерации. Одно из поручений программы развития Беслана. Это очень важно. Я хочу, чтобы все мы осознавали, насколько это важно. И поэтому все объекты, которые строятся на территории Беслана, должны быть сданы вовремя, в срок, качественно, профессионально. Реализация генерального плана комплексного развития города Беслан идет в рамках мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Сабина Гатагова, Хета Гапоев. Новости Осетии. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой. Ежедневно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Врачи по-прежнему напоминают, уберечь себя можно, пройдя вакцинацию. Может рука опухнуть, покраснеть, йодом смажете ее и выпейте диазолин, супрастин, любой антигистаминный препарат. Своего спасительного укола от ковид Любовь Михайловна боялась не дождаться. Сентябрьская погода сильно подвела. Когда внезапные заморозки ударили по самочувствию, она активно принялась готовить иммунитет к вакцинации. И сегодня тот самый день. Второй компонент спутника успешно введен. Здоровье, наконец, под защитой. Они сопровождали меня, боялись, что со мной что-то случится. Но все хорошо, отлично. Она так легко делает, что совершенно ничего не почувствовала. И первого, несмотря на то, что у меня такой возраст, я еще и диабетик, и у нее такая легкая рука. То время, что провел в больнице, назад не отмотаешь, говорит Олег Беляев. Его фактически за неделю съел вирус. Легкие и суставы пострадали так сильно, что реабилитацией придется заниматься в специальных учреждениях. Сам же постковидный синдром ощущается спустя месяцы после выздоровления. Врагу не пожелаю. Это все болело, отбило вкус, отбило запах. Я шел на свидание, просто пшикаюсь и не чувствую одеколон просто свой. Это очень неприятная болезнь. Хотя всего этого можно было избежать. Панацеи от коронавируса пока нет, но важно продолжать соблюдать меры безопасности, а еще лучше пройти вакцинацию, считает Алиса Нукзаровна. Она работает учителем и каждый день надеется на то, что эпидситуация в республике станет благоприятнее, ведь в противном случае школу отправят на дистанционное обучение. Мы очень сильно переживали, и родители, и дети, и учителя, что все-таки нас отправят на дистанционку. Но, тем не менее, мы все обрадовались, когда мы вышли в школу на живое общение. Вот. Но сейчас, конечно же, опять тревожность нарастает, и мы понимаем, с чем это связано. Медиков, которые ежедневно контактируют с людьми, прививка уже норма. Ее получают все желающие, в том числе те, кто переболел, но потерял уровень антител и боится рецидива. Сегодня в республике число заразившихся едва не доходит до 100 человек в сутки, хотя в поликлиниках достаточно компонентов для прививки, в аптеках запасы масок и перчаток. Ситуация ежедневно отслеживается надзорными органами. В Северной Осетии ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан. Здесь тяжелая эпидситуация в республике по распространению новой коронавирусной инфекции. Главным санитарным врачом по республике было принято решение о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.
Под категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации против ковид, в первую очередь попадают государственные и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, а также работники, занятые в сфере оказания услуг. Но это не значит, что прививку получат те, кому по медицинским показаниям нельзя. Такие сотрудники получат медотвод. Другое дело, что есть люди, кому можно и даже нужно пройти вакцинацию, а ее откладывают на потом. Такое поведение специалисты считают недопустимым и призывают граждан к сознательности. Алина Цгоева, Валерия Козаева, Давид Битиев. Новости Осетии. В Горском государственном аграрном университете состоялась церемония посвящения студентов-первокурсники. Для них организовали праздничный концерт. На сцене Дворца культуры выступил заслуженный ансамбль народного танца университета «Горец». В Рио ректор ГГУ Валерий Каиров поздравил студентов с началом учебного года, пожелал им успехов и профессиональной реализации в стенах родного университета. Также во время церемонии студентам, отличившимся в конкурсе талантов, вручили грамоты. Все педагоги прям буквально с 1 сентября приходят на первые курсы, занимаются привлечением студентов во Дворец культуры. И подобные мероприятия, они не редкость для Дворца культуры, проводятся уже традиционно несколько раз и в год, и ежегодно. Студенты всегда их ждут, очень к ним готовятся, любят. На сцене всегда царит очень творческая, приятная атмосфера. У нас прошли прекрасные музыкальные мероприятия, танцевальные мероприятия. Все повеселились. И я считаю, что такие мероприятия сближают первокурсников. Первокурсники начинают вливаться в студенческую жизнь благодаря таким мероприятиям. И в целом это приятный повод, чтобы прогулять пары и повеселиться с однокурсниками. В Владикавказе прошла выставка, посвященная 162-летию со дня рождения Коста Хитагурова. Более 100 работ как именитых деятелей искусства, так и тех, кто стоит у истоков своего творческого пути. В экспозиции разные жанры – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Материал, из которого выполнены работы, тоже разнообразный – войлок, дерево, металл. Также есть произведения из природных материалов и в технике пирография. Выставка у нас, может быть, она и не такая большая, камерная, скорее всего, но все-таки она очень разнообразна, богата по художественному содержанию, по своему интересному художественному исполнению и разнообразию техники исполнения. Мы хотели показать всю красоту нашей Родины, которую горячо любил Коста. И поэтому то, что мы здесь, художники, вернее, изобразили в своих произведениях, а именно тема Родины, тема красоты родной природы, мирного созидательного труда, но все то, что очень дорого и близко самому Коста Хитагурову. В рамках выставки гостям представилась возможность прочитать стихи великого поэта как на русском, так и на астинском языке. Выставка продлится месяц. Каждый желающий может посетить ее уже сейчас. Работы, представленные на выставке, были высоко оценены. Любая работа поразительна. С каким усердием, с какой любовью исполнена. Это чудо. Это касается живописи, и скульптуры, и вот прикладного искусства, и вот эти куклы. Все это сделано душой большого художника. Они большие художники. Я рад, что я здесь. Сегодня же, в день рождения основоположника астинской литературы, в Доме правительства наградили лауреатов премии имени Коста Хитагурова. Это уже 28-я церемония в истории награды. Победителями премии стали поэт и журналист Батрас Касаев за поэтический сборник на астинском языке и авторский коллектив Алик Караев, Тимур Сикоев и Мираб Халиев. Они получили награду за постановку «Праздник в горах». Спектакль поставили при помощи конного театра «Нарты». На торжественной церемонии к лауреатам обратился глава республики. Сергей Меняйло подчеркнул значимость данного события в культурной жизни республики. Также он вручил и специальную премию имени Коста Хитагурова Ирине Бибоевой и Жанне Козыревой за большой вклад в культуру республики. Наш коллектив работал над этим спектаклем не ради награды, а чтобы показать со своей стороны, как мы видели Коста. Я думаю, это нам удалось. В
В Северной Осетии сотрудник МЧС Людвиг Бестаев спас ребенка, который попал под машину. Инцидент произошел накануне во дворе одной из многоэтажек Владикавказа. Мальчик выскочил из подъезда на проезжую часть. Людвиг Бестаев бросился на помощь, освободил ногу ребенка из-под колес машины и отвез в больницу. К счастью, серьезных повреждений ребенок не получил. О геройском поступке мужчины стало известно в социальных сетях. Людвиг Бестаев, пожарный пожарно-спасательной части номер 17 города Владикавказ, работает там совсем недавно, но уверен, что в выборе профессии не ошибся и собирается посвятить ей всю жизнь. Это была информационная картина уходящего дня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.